Все меньше дней остается до самых любимых праздников. Уважаемые телезрители, к вам обращаются председатель городского собрания Елена Коршунова и мэр города Тынис Кальберг. Уважаемые силомяйцы, дорогие друзья, все меньше дней остается до наступления самых светлых и добрых праздников Рождества и Нового года. Это время надежд и мечтаний. Позже, в наступающем 2015 году, сбудутся все ваши мечты, а в делах неизменно сопутствует удача. Желаем вам от всего сердца хорошего самочувствия, душевного спокойствия, радости от прожитого дня, чтобы каждый ваш день был наполнен светом любви близких, теплом родных сердец, чтобы в каждом доме всегда было здоровье, согласие, достаток и счастье. С наступающим Рождеством и новым 2015 годом! Lugupeetud sillamäelased, head sõbrad! Järjest vähem jääb päevi kõige kaunimate pühadeni, jõulude ja uue aastani. See on ootuste ja lootuste aeg. Saatku teid 2015. aastal edu, õnn kõikides tegemistes. Täitugu teie unistused. Soovime kogu südamest teile, kallid sillamäelased, head enesetunnet, hingerahu, rõõmu, et igasse päeva jätkuks armastust ja lähedaste soojust. Rahulikke jõule ja head uut aastat! На прошедшей сессии городского собрания депутатами были рассмотрены 4 вопроса повестки дня. Бюджет города Силомея на 2015 год. Городское собрание решает считать первое чтение бюджета города Силомея на 2015 год законченным. Принять к сведению пояснения к бюджету города Силомея на 2015 год и направить проект бюджета для дальнейшей работы в комиссии городского собрания. Комиссии городского собрания изучают бюджет и представляют финансовой комиссии городского собрания и городскому управлению свои мнения и поправки к 20 января 2015 года. Более 300 рабочих мест планируется на открытом на прошлой неделе в Нарве заводе «Аквафор». С приветственными словами обратили к собравшимся президент Эстонской республики Томас Хенрик Ильвис, старейшина Ида-Вирума Андрес Нормяги, руководитель «Аквафор» Джозеф Смит. Прошло 2 года, как был запущен в работу завод в Силомее, завод «Аквафор». И буквально сегодня мы перерезали ленточку открытия нового завода в Нарве. Этот завод будет больше, в 2 раза по площади больше Силомейского, и по количеству людей тоже больше. Здесь после выхода на проектную мощность здесь будет трудиться 300 человек. Валерий, прозвучало из уст президента и руководителя «Аквафор», что в Силомее завод тоже будет расширяться. Расскажите об этом. Да, у нас есть планы по расширению Силомейского завода, но это будет немножко позже. Значит, первая задача, нам нужно, чтобы этот завод, Нарвский завод, заработал. Как только мы поставим производство в Нарве, у нас есть желание, и у «Аквафора» есть желание развивать и Силомейский завод. Так что силомейцы могут быть спокойны, завод Силомея будет работать и впредь. В Силомейском молодежном центре по интересам Ули кипит работа. Проводятся репетиции спектаклей, которые традиционно проводятся в предновогодние дни для детворы города. У меня в руках сладкий новогодний подарок, который получат все школьники нашего города с 1 по 6 класс, которые придут на веселые
рождественско-новогодние праздничные представления в Силомяйский молодежный центр по интересам Улей. Для учеников, которые учатся во 2, 3, 4, 5, 6 классе, наверное, не нужно рассказывать, потому что эти традиционные мероприятия у нас проходят уже давным-давно, и они все знают, что помимо подарка каждый пришедший сюда получит еще и массу положительных эмоций, хорошее настроение и сказочное представление. Можно приходить и с родителями, с бабушками, с дедушками, брать своих братьев, сестренок. Но единственная просьба – приходить по времени, указанном в пригласительных билетах. А пригласительные билеты или уже отданы, или же будут в ближайшее время розданы в школах нашего города. Сейчас у нас идут репетиции и подготовка к этим праздничным программам. Как всегда, будут и шутки, и розыгрыши, и песни, и танцы. Те, кто придут в костюмах, получат специальные призы. В общем, я думаю, что мы в Уле поможем сделать праздник более веселым и интересным. Мне осталось сказать, что представления будут проходить 4 дня. 26, 27, 28 и 29 декабря. Их начало в 11 часов, 13:30 и 16:00. Какие классы должны идти в какое время, эту информацию можно найти на нашем сайте www.uley.ee. До встречи на празднике! В Силомяйском музее традиционно открылась рождественская выставка. Мы открыли нашу рождественскую выставку. Она уже традиционная в нашем городе много лет. Можно сказать, что эта выставка не так, как раньше силомяйских художников, а художников и до Вирума, и из-за границы. Что такое за границей? Это Санкт-Петербург. Яна Боева к нам приезжает уже который год из Санкт-Петербурга. У нас участвуют Нарва, Кохлоярве, Ихви, ну и, конечно, силомяйские художники. Всего 13 человек. 48 произведений искусства. Прикладное искусство, живопись, графика. Очень интересные работы, очень своеобразные. И художники, честно говоря, и нас, музейщиков, даже удивили сегодня своими работами. Если вы придете до 10 января, выставка будет открыта, мы будем вам очень рады. В канун праздников Силомяйское городское управление решило сделать подарок любителям плавания. Вчера Груправой был официально утвержден новый график работы городского бассейна. Согласно этому графику, со следующего года бассейн будет работать и по воскресеньям с 9 до 17:00. Также увеличится рабочее время по субботам. Если сейчас в субботнее время бассейн открыт с 9 до 14, то с Нового года он будет открыт с 9 до 17:00. Остальные же дни бассейн будет работать как обычно, то есть с понедельника по пятницу он будет открыт для свободного посещения с 7 до 11 и с 18 до 21:00. А сейчас коротко о ближайших спортивных событиях. В субботу, 20 декабря, в 15:00 в малом зале Дворца спорта любители баскетбола смогут посмотреть матч в рамках второй лиги чемпионата Эстонии между Силомяйским Маликорпом и Ихвицким Хито. А в 20:30 того же дня в большом зале Силомяйский Маликорп в рамках первой лиги Эстонии по футзалу померится силами с Вырусским Рантиполем. Пожалуйста, приходите. Уважаемые горожане, спортивный комплекс «Калев» поздравляет всех вас
с наступающими праздниками и желает вам новых побед и достижений в следующем 2015 году.